Мирбек когда-то мечтал быть милиционером, чтобы охранять порядок на улицах родного города. Стал курсантом столичной академии милиции. Но его мечте не суждено было сбыться. Роковое стечение обстоятельств навсегда изменило судьбу Мирбека. То есть я слышал выстрел, а потом, как ногу подкосило, и тысячи игл одновременно вонзились в тело. Да? Вот пуля попала в спинной мозг в области шеи, она разбила позвоночник, повредила спинной мозг и раздробилась на части. Мирбек пытался защитить собственный дом от нападения бандитов. Ранение в шею, повреждение спинного мозга, и жизнь пошла по совсем другим правилам. Сегодня главным средством передвижения Мирбека является его железный друг. Небольшой, но приспособленный к ручному управлению автомобиль. Машина это, для меня она немного больше, чем средство передвижения, наверное. Учитывая то, что я сам не хожу на большие расстояния, то, что я не езжу на общественном транспорте, потому что просто он недоступен, да, для нас пока. Вот. Он больше, чем средство передвижения. Получив травму, Мирбек, вопреки стереотипам, не стал жалеть себя, сидя дома. Он решил действовать. Главная его цель отныне – защита прав людей с ограниченными физическими возможностями. Он стал инициатором создания общественного движения молодых инвалидов. Город абсолютно не приспособлен для передвижения людей с ограниченными возможностями. Вот элементарно посмотреть на эту остановку, где нет ската, который для людей с ограниченными возможностями, которые передвигаются на колясках. Пока руки властей не дошли до этого, они пока еще об этом и не задумываются. Сегодня в Кыргызстане более 120 тысяч людей с ограниченными физическими возможностями. Беда в том, что их проблемы стараются решить только те, кто сам напрямую столкнулся с несчастьем. Главная жизненная цель Мирбека сегодня – заставить окружающих заботиться о нравственном здоровье общества в целом, не разделяя его на здоровых и не очень. Даже 2 ступеньки, и то маленького пандуса даже нету. 2 ступеньки, там не надо много чего сооружать. Там просто доску можно элементарно поставить, да? Но, к сожалению, об этом никто не думает. И я думаю, что такие люди, как Мирбек, они помогут задуматься над этим государству, чиновникам нашим, и они хоть что-то сделают. Борьба за права людей, лишенных свободы передвижения, активная общественная деятельность и пикеты. Пусть даже в одиночку. В этот раз цель акции – строительство специального пандуса у здания мэрии столицы. Сажай. Опа. Так. Я пресс-секретарь Тюлеева. До конца месяца мэрия выступила инициатором, первое государственное учреждение, которое выступило инициатором сделать у себя на всех лестницах пандусы. В борьбе со столичными властями защитнику прав инвалидов удалось добиться приобретения городским начальством троллейбуса, где смогут ездить люди с ограниченными физическими возможностями. Вон то самое особое место, где может человек на коляске припарковаться. Это то, к чему мы стремились, то, к чему мы добились. Я думаю, это первый троллейбус, и это только начало, того, что будет у нас общественный транспорт доступен для людей с ограниченными возможностями. День Мирбека расписан по минутам. Необходимо проверить, как работает цех по производству мебели, который удалось открыть с помощью благотворительного фонда, и создать здесь рабочие места для тех, перед кем закрыты двери в обычные мастерские и цеха. Мирбек помог с работой. Теперь я делаю мебель и зарабатываю хоть какие-то деньги. Посвятив себя общественной жизни, Мирбек не забыл и о личной. 5 лет назад он стал отцом малышки Нураим. Зная о недуге Мирбека, Гулайша ни секунды не колебалась, получив предложение руки и сердца жениха. Я тогда почувствовала, что он будет для меня опорой, поддерживать меня. Я думала, если я с ним буду жить, поженимся, значит, я буду в безопасности со своей жизнью.